Дорогие друзья, вторая половина августа в Якутске. Солнышко светит, чудесные погоды. Ну и у дачников сейчас начинается горячая пора, и каждый задумывается, так, какие же кустарники можно посадить у себя на участке. Будем говорить сегодня про смородину. Поговорим с учеными. Наш спикер сегодня – директор ботанического сада Института биологических проблем и криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук Татьяна Сергеевна Коробкова. Татьяна Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. У нас в Якутии, вот, допустим, если мы говорим с вами о черной смородине, целых 4 вида смородины. Это смородина маховая, смородина охта, все мы знаем ее прекрасно, смородина пауцифлорум, это малоцветковая, и смородина пахучая. И вот эти 4 смородины. Почему я хочу именно с них начать? Потому что в основе якутских сортов смородин как раз лежат вот эти виды смородин. Вот охта – это такая синеватая ягода, похожа, ее называют еще алданским виноградом, совершенно верно. У нее такой вкус примерно, и самое главное, что она очень такая плодовитая, эта ягода. Но хочу сказать, что несмотря на всю свою плодовитость, вот этот высокий урожай, у нее есть недостаток. В условиях культуры она теряет вот эту свою урожайность. Я хочу вам рассказать и показать смородину маховую. Это наш якутский вид, у него самые замечательные, самые вкусные, самые сладкие ягоды. Они очень крупные, бурые, но все это в природе. А вот в культуре, вот посмотрите, как она выглядит. Она дает нам, конечно, урожай, но это не такой урожай, чтобы из него там варенье наваривать на целый год. И посмотрите, как она отличается. Вот это у нее уже конец вегетации, хотя у нас всего лишь середина августа. Если вы посмотрите на наши остальные кустарники, вот эти ягодные, они зеленые, красивые такие, да, то здесь уже, видите, идет все для того, чтобы растение подготовилось к зиме. Но у него очень сладкие, очень ароматные ягоды. И вот в селекции якутских сортов вот эта вот маховка Ribes procumbens, она как раз присутствует. В наших сортах, я имею в виду, она еще присутствует и в сортах других российской селекции. Но еще раз, ее в культуре невыгодно содержать. Она, значит, у нас будет очень болеть. Вот видите, у нее мучнистая роса появилась. Кстати, хочу сказать, что мучнистая роса до 80-х годов в Якутии вообще практически не была на смородине замечена. А это вот с изменением климата вот у нас такие вещи появились. Значит, просто точно так же копаем яму, только поскольку она любит влагу, значит, это должно где-то быть и тень, и более увлажненные такие участки. Поливаем ее, как обычно. Можно подкармливать тоже, как обычную смородину. Но все равно вы тот урожай не соберете, который в лесу. Но как вид используется в селекции великолепно. Это один из основных видов. А охта – это вид тоже, только вот мы с вами говорили, синие ягоды. Если маховка маленький приземистый кустарник, вот у нее и есть, вот она еще ее другое название Ribes procumbens или же ползучая. Она вот так вот и стелется. Она такая невысокая. Она такая, не-не-не. Так это взрослый кустик, да? Это взрослые кусты. Я думала, это какой-то вот... Нет, она созревает, ну вот сейчас у нас август, уже в июле, в конце июля у нас есть плоды. Самое интересное, что у нее одновременно на кусте может быть плоды желтые, бурые, такие очень светлые, темно-бурые, и все эти плоды будут пригодны для употребления в пищу. Вот, это ее такая вот особенность. Да, это ее особенность. Очень хороший вид. Очень хорошие плоды, очень такие редкие, я бы сказала. Поэтому, если вы хотите иметь редкость, то, конечно, маховку можно иметь у себя. Чем ее подкармливать? Подкармливать. Вот нужно знать так. Четкое правило. Первую половину лета, где-то до середины июля, мы можем использовать азотные удобрения, а вот вторую половину лета только суперфосфат и калийные удобрения, фосфорные и калийные. Почему? Нам первую половину лета необходимо дать растениям возможность расти, наращивать вегетационную массу, а вот во второй половине нам нужно помочь растению сформировать красивые плоды, вкусные, сладкие, и поэтому вот такая вот разница. С какой частотой? Теперь, значит, частота. Вот во время посадки мы рекомендуем так. Мы рекомендуем заложить полностью для урожая то максимальное количество удобрений, которое необходимо будет растению на несколько лет. На следующий год мы не подкармливаем вообще, а вот через год растение начинаем подкармливать. Значит, примерно начинается у нас
вегетация. Вегетация – это когда распускаются почечки, появляются листики, и вот начинает растение цвести. Вот во время бутонизации, перед цветением, необходимо подкормить азотом. Можно подкормить перегноем обязательно, можно коровиком разбавить его, да, и тоже жидким коровиком. Можно подкормить минеральными удобрениями, такими как аммиачная селитра или же карбамид. Вот это все можно сделать и использовать. Лучше всего использовать полное удобрение. Там много достаточно азота, где-то 19 миллиграмм, и есть и фосфор, и есть и калий. Затем мы приступаем ко второй половине лета. У нас уже цветение закончилось, отлетели цветочки, чашелистики, все это, и началось созревание плодов. Вот здесь мы должны дать калийные удобрения и суперфосфат. Суперфосфат вносим позднее. Сначала вносим калийные удобрения, используем удобрения, в которых нету хлора, потому что у нас и так почва засоленная, да, и для того, чтобы не вносить дополнительный хлор, мы используем обычно калий СО4, калий 2 СО4. Вот. И попозже, уже вот сейчас, вот в августе, мы внесем опять-таки суперфосфат. Можно просто разбросать вокруг куста и потом, ну, обязательно заделать. То есть граблями тихонечко пройти вокруг куста и заделать его. Вода будет падать, значит, с небес, так скажем, и все это будет уходить туда в почву. Когда мы будем, вот сейчас вам покажем. А если жаркие дни стоят, можно полить? Обязательно поливать надо. Угу. Поливать надо обязательно. Ну, имейте в виду, вот разбросали вокруг, а потом полили. Обязательно. После Всё. любого разбросания нужно обязательно поливать растения. Ясно. Обязательно. Мгм. Но я хочу сказать еще, что суперфосфат, он очень плохо растворяется в воде, да, и поэтому его стоит, значит, конечно, лучше бы разбалтывать в воде и уже потом поливать. Памяти Равкина. Мгм. А почему элитный этот сорт? Потому что он привезен саженцем маленьким с научно-исследовательской станции, где уже суперэлиты был выведен этот сорт. Он рассчитан именно на наши условия, ну, может быть, не совсем на наши, так скажем, на Сибирь, на Восточную Сибирь, но я думаю, что мы как раз соответствуем этим, потому что, если посмотреть на него, смотрите, какой он красивый, какой он большой, да, и вот в этом году у нас должно было быть обработка этого куста. То есть мы должны были снять все его характеристики, как биоморфологические, как и биохимические. Но, к сожалению, у нас завелся вор, который тут у нас обокрал, значит, да. Ну, сейчас ведется следствие по поводу этого вора. Но он нас, конечно, здорово. Ой-ой-ой. Это кто-то к вам проник и... Да, проникли через нашу ограду, вот прямо, да, Ой-ой-ой. хотя у нас двойное. Ну ладно, чем хорош вот этот вот сорт? У него, вот если мы, допустим, рассматриваем старые наши сорта, то у них масса ягоды где-то до 1,5 грамма, масса одной ягоды. Вот у этой в смысле элитного куста, у нее масса ягоды доходит до 7 грамм. Одна ягода. 7 да, грамм. от 3,5 до 7 грамм. Вот это... Да, один раз хорошо посадил, один раз хорошо сформировал куст, потом следуешь вот этим указаниям по поводу подкормок, да, и ты все время имеешь урожай. Самое-то, что обидное, вот там, вот у нас 6 лет, допустим, вот этот куст выращивался. Да. И вот когда он достиг плодоношения нормального, чтобы мы могли его оценить по ряду параметров, у нас произошло вот это вот кража. То есть вот люди пришли и человек, собрали весь мужчина, урожай, да. О, посмотрите, вот. Вот, посмотрите, пожалуйста. Вот это да! Да. Но это немного другой сорт, это Ой-ой-ой-ой-ой. памяти Равкина, а это подарок Куминова. Вот такие вот Посмотрите. черные ягоды. Я никогда в жизни не видела Ну, такую здесь, конечно, не смородину. 7 грамм, здесь, наверное, 3,5, около 5 грамм. То есть одна ягодка, да? Да, одна ягодка. Вот Ничего попробуйте себе. на вкус. А вот это вот, посмотрите-ка, то есть это другой сорт немножко? Это какой? немного другой Мгм. сорт, памяти Равкина. А вот это, значит, прям, что там, как яблоки, что ли? Вот Нет, такие ну вот? вот такие вот крупные плоды. Вот это, да, представляете, друзья дорогие, вот это, И слушайте, они очень вкусные, ну они вот очень сладкие. поэтому они и называются элитными. Элитные они называются потому, что они взяты от суперэлиты. И нам привезены вот именно такими саженцами. Вот это очень сладкий, очень Нежная, тонкая нежная, кожица. тонкая кожица, да. Слушайте, ну вот
реально я рекомендую. Мне вот захотелось вот этот сорт у себя посадить Да. на своем участке. Вот это и есть памяти Равкина, Мгм. памяти какого, Потапкина, извините, Потапенко. Еще раз, вот с какого времени, допустим, вот мы у вас приобретем, ну, вот маленький саженец, да? Да. Двухлеточку там или В сколько? 2-3-летку Так. вы у нас, допустим, Мгм. приобретаете, И и вот сколько- через 2 через года сколько? у вас уже на следующий год будет ягода. Но мы советуем эту ягоду, которую вы, значит, тут получите на следующий год, убрать. Просто убрать, не доводить ее до вот такого состояния, чтобы куст окреп. Понимаете? Вот. То есть, А в вот смысле, через при год созревании не ждать вот до черноты, чтобы он созрел, нет, можно просто буру собирать. сразу все убрать и, ну, в общем... Даже цветки надо убрать. Вот на следующий год надо убрать цветки. Ага. Это делается для того, чтобы у вас куст окреп, чтобы он сформировал как можно больше побегов, как можно больше корни у него были хорошие. Вот. И тогда, значит, через год, получается, вы уже получаете, это четвертый, пятый год, вы получаете первый урожай. Мгм. И затем у вас будет по нарастающей. Примерно до 12-15 лет вы можете иметь урожай с этого куста. Для каждой зоны свои сорта. Мгм. И вот эти сорта, они не совсем для нашей зоны, потому что они, допустим, могут подмерзать. Мы тогда просто делаем обрезку омолаживающую. Мгм. Вот. А есть сорта нашей якутской селекции, которые выведены Марией Алексеевной Чертковой Да-да. и ее помощницей Гольцовой. Да? Мгм. И вот эти вот сорта, они точно подходят для наших как раз условий. Это якутская смородина, так называемая. Она как раз вот с охтой, Мгм. про которую мы говорили. Это А харакаталык? харакаталык. Мгм. Вот у Харакаталык. всех харакаталык есть. У всех харакаталык. Он очень вкусный, сладкие ягоды. Они как раз на основе пауцифлорум. Но у него есть огромный недостаток. Какой? Ягода осыпается. М. Ягода осыпается по-страшному. Она вот достигает, конечно, коричневой такой спелости. Она очень сладкая, ароматная, потому что, опять-таки, на основе прокумбанс была выведена и Мгм. пауцифлорум. И она падает. Просто падает. И поэтому нужно собирать несколько сроков, и как-то делать какие-то ухищрения, чтобы это сохранить. Вот. А вот тут вот у нас, вот, кстати говоря, Давайте вот первый посмотрим. ряд, вот это смородина, пауцифлорум, это местный вид смородины. Вот видите, он у нас уже весь черный, потому что он начинает созревать хоть и довольно поздно, но вот уже весь полностью созрел. Плоды у него не очень крупные, они где-то могут доходить до грамма, но зато они очень хороши в заготовках. Варенье, желе – это самая вкусная вещь. И вот мне, например, пауцифлорум очень нравится. Она может быть не такая сладкая, не такая огромная, как вот эти вот сорта сибирские, да, или особенно европейские, но она такая родная, и вот я говорю, очень-очень вкусная. И вот посмотрите, вот видите, какая она у нас все-таки плодовитая. Она Вот морозостойкая? Да, Ягоды пауцифлорум очень крупные. морозостойкий, Мгм. абсолютно То морозостойкий. есть он тоже, а он достаточно такой капризный или все-таки немножко такой он не требует такого вот к Вот себе? по сравнению, допустим, с охтой и прокумбенс, которые тоже являются нашими видами, вот смородина малоцветковая, она не требует себе таких особых усилий. Она вот смородина. А если вот посмотреть на второй ряд после пауцифлорум, да, вот это вот гибрид смородины черной с крыжовником, называется ёшта. Мгм. Это давным-давно наши, ну не наши, вообще во всем мире хотели вывести такой гибрид, который бы совмещал вот эти вот вкусные плоды, прозрачные крыжовника, да, но чтобы он не был такой с шипами, чтобы не было шипов. И вот очень долго скрещивали различные виды, и вот у нас происходит как раз испытание вот этой вот ёшта. Она тоже себя, как видите, неплохо чувствует, тоже дает урожай, мы ее прямо еще не собирали, но у нее ягоды не такие крупные, но тоже это интересно. Но вкусные ягоды? Да, вкусные. Да? А можно вкусные. попробовать? Да, пожалуйста. Дорогие друзья, вот смотрите, это разные совершенно сорта. Вот это вот ёшта, да? А вот это... Памяти Потапенко. Вот это очень такой нежный, такой, знаете, вот Сладкий. ягодка такая нежненькая, сладкая, вообще просто изумительная. А ёшта, Более твердая такая, более кисловатая, с каким-то нет, привкусом. слушайте, совсем другой вкус, Совсем но, знаете, тоже бы хотелось такую ягодку Конечно. иметь у себя на участке.
Можно приехать сюда в И ботанический сад, приобрести у нас есть. приобрести маленькие саженцы, Да. двухлеточки, и вот на 4-й год точно так же они начнут плодоносить, да? Да, начнут на если 4-й. Вы соблюдете все Правила агротехники, посадки, да, да? да, да. Сейчас мы будем сажать какую ягодку? Мы, кстати, посадим сейчас с вами новосибирский сорт, либо сам памяти Потапенко, либо Равкина. Здесь у нас суглинок. То И есть вот не видите, нужно копать очень глубоко, нет, да? обыкновенная яма, она должна быть примерно на глубину штыка лопаты, да, вот. А по И все, ширине? и по ширине немного больше. Штык лопаты, это имеется в виду вот да, это да, вот вся да. черная. И вот смотрите, мы ориентируемся на корневую систему. Вот у нас саженец, это как раз вот от того самого элитного сорта Так. памяти Равкина. Куст имеет очень хорошую корневую систему, но во время выкопки мы увидели, что кто-то у нас слишком длинный, и мы его убираем. Вот эти вот, мы тем самым даем возможность ему дальше расти. Теперь посмотрим, давайте вот на нашу яму. Яму мы выкопали, вниз этой каждой ямы мы кладем дренаж. Дренаж у нас либо щебенка, да, вот вполне достаточно, либо щебенка какая-то, либо битый кирпич, все, что у вас есть в качестве дренажа, можно здесь использовать. Вот так вот землю. Затем мы примерно 200 мл, хватит, Валера, сыпем суперфосфата. Видите? Это удобрение. Это удобрение, да. Это удобрение, которое мы сыпем на дальнейшее размножение. Даже еще можно. Да. Теперь, Валер, немного вот так вот. Это где-то грамм 150, 200, 250, 200 грамм. Затем, помните, я вам говорила про калийные удобрения? Так. Вот это мы вообще всего 40-50 грамм. Это примерно 2 столовые ложки, да? Ну вот мы сейчас возьмем это калийное удобрение. Ох ты! Угу. Ну вот как раз я думаю. Давай тоже туда его. Угу. Так. И все это тоже мы немножечко присыпаем землей, почвой. Лучше почвой вот этой присыпать, да. Вот, просто присыпать. И потом вы делаете 2 слоя земли. Верхний слой в одну сторону, нижний слой в другую сторону. Затем вот этот верхний слой вы помещаете в свою яму и его примерно с ведром перегноя смешиваете. Угу. Вот сейчас нам Валера это сделает. И добавляется туда песок. Песок добавляется для того, чтобы почва была структурированная. Мы примерно делаем так. Перегноя, чтобы... Все, хватит. Здесь, значит, допустим, половина ведра песка. Значит, часть вот этой своей родной земли. И перегноя тоже ведро. Вот еще перегноя, пожалуйста, побольше. Еще можно перегноя, чтобы было хорошо, хорошая плодородная почва. Вот, видите, как хорошо он все это перемешивает. Еще дернового немножечко сделай. Будем воду заливать или... Есть 2 способа, вот почему я спрашиваю. Первый способ, это если мы возьмем сюда и заполним полностью водой, и сделаем болтушку, и уже в эту болтушку ставим свое растение. Второй способ, это мы вот эту землю, которая у нас здесь есть, собираем в такой холмик, и на вершину этого холма, в сухую уже, ставим свое растение. Расправляем корни, засыпаем, а уже потом заливаем водой. Мы сейчас сделаем холмик. Скажите, а это касается вообще посадки любой, смородины, любого вида, любого сорта? Да, или конкретно совершенно верно. любой? Это касается любой смородины. Более того, вот вы сейчас увидите, это холмик? Ну ладно, пусть будет холмик. Вот. Мы что еще делаем? Вот это вот называется корневая шейка. Мгм. Вот здесь корневая шейка. Отсюда пошли корни, здесь пошли стебли. А вот это, значит, у нас стебель, это корни. Мы обязательно делаем заглубление корневой шейки. То есть мы в землю его посадим вот так. Мгм. Вот. И мы посадим его под углом 45 градусов. Мгм. Так, я поставлю его. А шейка у нас куда должна смотреть? Вот, Как это куда? Валер, расправь, пожалуйста. Шейка у нас смотрит, куда ближе сможет. к земле. Так, вот держи. Ага, я держу, а ты засыпай. Вот сейчас будет засыпана и заглублена корневая шейка. То есть она будет не на уровне, как рос этот куст, а на 5-7 сантиметров заглублена. Мгм.
То есть не по плечике, а конкретно в землю. Да, будет. совершенно верно. 5-7 сантиметров. И посильнее нужно это все утрамбовывать. Давай я подержу. Ага, вот То видите. есть прям своим весом даже можно. Можно своим весом, потому что это нужно для того, чтобы корни сразу были схвачены землей. Еще не заглубил. Чтобы не было воздуха. Чтобы не было воздуха, правильно. Еще заглубляй. А это Прямо касается сверху. любых кустарников ягодных Нет. или только смородины? Вот если касаться, допустим, ягодных кустарников, то можно сказать, что любых, да. Но есть такие вот возможности, допустим, для ёшты. Она формирует кусты, его лучше формировать на штамбе. То есть ее нужно располагать не наклонно, а вертикально. Очень вертикально. Да, чтобы она и стояла. красную смородину тоже все-таки формировать нужно тоже вертикально, вот так вот. Вот мы вот Вот. так ее посадили. Теперь мы на ее зиму. польем. Кстати, да, полить нужно. Сколько полить? Вот у Прям, нас чтоб тут вода есть леечки. Прям вот хлюпала. Да, ну не хлюпала, но да нет, это самый секатор. Угу. Вот сейчас мы польем сначала. Хорошо польем, чтобы вода просочилась вся туда. И вот после того, когда вода вся уйдет, мы еще сверху замульчируем. Замульчируем, это значит вот этот слой приствольный, мы сверху еще засыпем перегноем. Можно, если перегноя нету, засыпать резаной соломой. Можно засыпать травой, чем-либо угодно, но чтобы этот слой у нас был все-таки... А можно трухлявым таким вот пнем? Ну, можно, почему нет, То есть конечно. там тоже очень Опилками много, можно. Очень много Да. различных А вот теперь смотрите, я вот этот вот кустик полезностей. нещадно еще и обрежу. Да, что я сделаю? Я вот возьму вот эти вот веточки молодые, и я их вот так вот на уровне, опять-таки, корневой шейки, я их обрежу. Они мелкие, эти ветви. И вот тут вот я еще сантиметров 15 тоже обрежете. обрежу. Что мы получаем? На корнях нет почек. Все почки располагаются на вот этих побегах. И вот когда мы убираем вот эти вот побеги, ну, оттуда, да, значит, там остаются побеги, и на них вот такие вот почки спящие. Они начинают, поскольку они сидят в земле, они начинают образовывать там боковые корни. И растение приживается. Это обязательная процедура после каждой посадки растения. Вы должны оставить 2-3 побега всего. Это касается не только смородины. Это касается в основном смородины, вишня, вот черемуха. Черемуха является у нас деревом. У нее совсем другое. Ни в коем случае не заглубляем. Оставляем так, как она росла. Запомните, деревья оставляем так, как они росли где-то, откуда вы их взяли. А вот кустарники заглубляем. Но опять-таки смотрим, подходим творчески. Кого-то заглубляем полностью, кого-то не заглубляем. Пересадка произошла в августе, посадка, да? В сентябре можно, до холодов, да? Нет, не до холодов. Нужно оставить время для того, чтобы корни прижились, хотя бы недели 2. Значит, если у нас начинает выпадать снег, допустим, где-то в начале октября, 1-5, да, то 2 недели как минимум вы должны дать растению, чтобы оно прижилось. Лучше 3-2 недели. Ну, то есть в начале сентября. Да, в начале сентября. И весной. А весной когда? Вот. Весенняя посадка в наших условиях не очень может быть и хороша, потому что, ну, опять-таки, дачники, любое растение, даже посаженное в июле, выходят, у них оно все вырастет. Но вообще вот так вот в больших каких-то масштабах нужно, конечно, сажать до того, как растение распустит свои почки. Почки раскрыли, значит, уже пошло трата питательных веществ на то, чтобы почки сформировались, чтобы дальше листья развились, цветы появились и так далее. А корни в это время будут страдать, и поэтому растение даст меньше корневой системы, боковых корней меньше образуется, и оно у вас будет оставать по сравнению с тем растением, которое вы посадили осенью. Будет чахло. Да. Так, ну, в общем, мы все пообрезали, все убрали. Уйдет это растение в зимнюю спячку вот в таком
Нет, оно сбросит Было. листья. Сбросит листья, а Мгм. нужно там как-то прикрыть. А вот это вот укутать. мульча, вот эта мульча, которую мы сверху потом, когда уйдет вода, она как раз и предохранит это растение от От корня его. Мгм. Предохранит От холода. растение, да, от холода. И надо сказать, что вот чем вот западносибирские, почему я вот акцентирую, что есть сорта якутские и есть сорта, допустим, западносибирские, даже восточносибирские. Они отличаются тем, что у сибирских сортов, как бы там ни было, начинает подмерзать вот эти вот верхушечная система. На 1/3, может, на половину. И иногда наблюдаешь, у нас есть очень хороший сорт, называется «Надежда». Очень старый, давний сорт, тоже крупная ягода, сладкая. Но у нее что? Побеги вымерзают, и все плодоношение идет на периферию куста. То есть внутри ничего нет, а все плодоношение, ну, естественно, падает урожайность. Вот. А вот наши якутские сорта, они не такие. Они у нас, конечно, очень хороши и устойчивые. А если брать еще какие-то ягодные культуры, то вот мы обычно укрываем только вишню. Мы ее пригибаем Да. и чем-то там укрываем. Поблагодарим нашего замечательного спикера. Ну и будем, конечно, пробовать. В смысле, приезжать к нам и покупать. У нас все есть, пожалуйста, Да. приезжайте. Да.